Мы сегодня будем говорить на одну очень важную тему. Она тоже с целями связана, но косвенно. Потому что на самом деле цели с ней связаны. Базовая вещь, она лежит в послании Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. Там написано так. Апостол Павел говорит: «Я умоляю вас, братья». Здесь он обращается к римлянам. Если бы он пришел к нам, он бы сказал: «Я умоляю вас, дорогие бишкекчане». Если бы тогда был YouTube, он бы сказал: «Я умоляю вас, зрители на YouTube. Ради милости Божией принесите ваши тела в живую жертву». Вот здесь он начинает с базовой вещи. Друзья, вот сюда упирается все. Вот все буквально. Дальше, когда он говорит про живую жертву, он говорит: принесите ее в святую угодную Богу жертву. И это есть подобающее для вас служение Ему. И дальше. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Вот здесь есть как будто бы этап за этапом. Он говорит, что необходимо делать для того, чтобы воля Божия, в которой ты будешь жить, и ты будешь наслаждаться тогда жизнью, если ты находишься в центре воли Божией. Ты будешь находиться в самом, не знаю, наверное, счастливом состоянии своей жизни, если ты попадешь в центр воли Божией. Но это попадание в волю Божию начинается с чего? С того, что ты и я, мы посвящаем себя как жертву. Вот если вы посмотрите слово «жертва», и там с греческого это слово, в принципе, ничего не значит, потому что это просто жертва. Там и переведено так: жертва или жертвоприношение. Но если мы посмотрим, что это слово означало во времена Ветхого Завета с иврита, мы увидим, что первое, там есть два определения, но первое мне очень сильно зацепило. Это значит дар или подарок. Вот здесь апостол Павел говорит: возьми свою жизнь. Это база, это начало вообще нашего пути за Христом. И это то, что нужно обновлять каждый год. Это то, в чем нужно расти постоянно. Потому что однажды принести себя в жертву или в подарок – это начало только. А потом приходится снова и снова перепосвящать себя и снова приносить себя в жертву. Так вот, там написано: возьми свою жизнь и полностью весь, кто ты есть, отдай это Богу в подарок, в дар, чтобы теперь Он этим управлял. Вот представьте себе, например, этот телефон, к примеру, когда-то принадлежал, Ахмеду. И вдруг Ахмед решил подарить мне этот телефон. Что такое подарок? Что такое дар? Дар – это когда эта штука больше ему не принадлежит. Все, он отдал ее. Он сказал: Денис, вот у меня есть там 2 iPhone 14 Pro Max, один из них мне Бог положил в сердце подарить вам. Как только он протянул мне этот телефон, и я забрал его к себе, ввел свою учетную запись, в этот самый момент Ахмед больше не имеет к нему вообще никакого отношения. Вот что такое дар, друзья. Когда я встретился со Христом, я сказал: вот Бог, все, кто я есть, все, кем я могу быть, все мои дары, все мои таланты, я посвящаю Тебе. И сегодня не моя воля, не мои планы. Я до того, как встретился с Иисусом Христом, я хотел ездить на большом черном джипе. Потом я хотел эмигрировать в какую-нибудь прекрасную страну, типа Австралии. Там, правда, пауки, поэтому это меня сдержало, да. Я хотел, может быть, одно, другое, 5, 25. У меня, может быть, было просто огромное количество разных идей. Но как только я пришел ко Христу, я сказал: Бог, с этого самого момента я отдаю свою жизнь в Твои руки. И я с этого самого момента буду делать не то, что я хочу, не то, что мне хочется, нравится, мне кажется выгодным, мне кажется, это будет более приятным и приносящим больший доход. Я буду делать то, что нравится тебе, что хочешь ты от меня, и я буду исполнять те планы, которые есть в твоем сердце обо мне. Ты сказал эти слова Богу? А ты сказал эти слова Богу? Знаете, есть глупые дарители, которые через какое-то время, когда вдруг Ахмед разбил свой первый 14 Pro Max, и он ходит с этим разбитым, и он понимает, что у него уже раньше было 2 целых Pro Max, а один из них Денису ушел. И самая глупая вещь, которую он может сделать, это просто подойти ко мне и сказать: слушай, я передумал. Знаете, я отдам ему эту вещь.
Если он передумал, если, у нас вот такие человеческие отношения бывают, да, мы можем передумать. Мы можем что-то подарить человеку, а потом смотрим, этот человек, как нам кажется, оказался недостойным нашего дара. И мы можем прийти и сказать, гони обратно, да. И знаете, у нас вот в наших человеческих взаимоотношениях что-то произойдет. Когда Ахмед заберет свой подарок, согласитесь, между нами что-то произойдет. Невидимая определенная связь. Там это связано с доверием, это связано с уважением. Это связано со многими вещами. Что-то нарушится. Вы со мной, друзья, о чем я говорю? Слышите меня, да? Вы представляете, были у вас такие ситуации? Кто-то из дарителей у вас что-то потом потребовал? Вы сегодня встречаете этого человека и говорите, вау, как приятно видеть тебя, уважаемый. Ты, щеки давайте я поцелую. Конечно. Знаете, вот ты ему вернешь этот телефон, а осадочек останется потом на всю жизнь. И потом ты купишь себе 16-й Pro Max, я уверен, Бог тебя благословит. Но ты будешь встречать этого человека, а осадочек останется. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, вот уровень посвящения или уровень нашего отношения к тому дару, который мы сделали, когда мы приняли Христа и мы отдали Ему свою жизнь, вот уровень нашего посвящения, он всегда будет влиять на Божье отношение к нам. Почему есть какая-то категория людей, которым Христос вообще не доверяет дело Божие? Почему есть категория людей, которые ходят из года в год в церковь, и ты смотришь на их жизнь, а там нет никакого продвижения вперед? И ты задаешься вопросом, что не так? А это все упирается вот сюда, в посвящение. А посвящение, друзья, у нас есть притча Господа Иисуса Христа. Посвящение, оно упрется всегда в эту притчу. Притча Иисуса о 4 почвах. И там сам Иисус говорит эти слова, и Он градирует. Или Он, скажем так, Он разделяет фактически народ, который соприкасается с Его словом, на 4 категории. Скажи 4. И там только одна категория людей, это люди успешные. Я уверен, ты хочешь попасть в эту категорию, потому что любой нормальный человек хочет результата. Любой нормальный человек хочет какого-то плода, любой человек хочет какого-то настоящего божественного успеха. И вот здесь он говорит о 4 почвах сердца человека. Он говорит, послушайте, что значит притча о сеятеле. Каждому, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, приходит лукавый и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее у дороги. Первая почва или первая категория людей – это люди, которые услышали Слово Божие, но делают все равно все по-своему. Они фактически отвергли это Слово Божие. Они говорят, да, мне вообще все равно, мне фиолетово, мне без разницы, что там написано в Библии, мне вот так выгодно, мне вот так хочется, и я буду вот так делать. Это люди, которые вообще не посвящены Христу. И знаете, сколько людей сегодня в христианских церквях таких? И как однажды Дерек Принц сказал, беда христианской церкви сегодня в том, что огромное количество людей, которые сидят в этой церкви, это бунтари против Слова Божьего. Мы хотим строить церковь на его правилах, на его условиях. И одно из его условий – это почитание и уважение к Слову Божьему. Это когда мы прислушиваемся к Слову Божьему. И знаете, вот с чего начинается посвящение? Посвящение – это когда ты передаешь свою жизнь Христу и говоришь, Бог, с этого самого дня я отдаю тебе свою жизнь. И он сразу же скажет, до этого ты хотел быть наркодилером, тебе надо в этом покаяться, раз и навсегда это оставить. Все, Господь, я готов. Раньше ты курил сигареты, чекал на свай, теперь с этого дня тебе это все надо оставить. Все, Господь, я готов. Ты не торгуешься с ним. Посвящение, это ты понимаешь, моя жизнь больше не моя, она мне не принадлежит. Мне сказали что-то делать, я буду это делать. Заниматься порнографией, рукоблудием, блудить с какими-то женщинами, жить с какими-то женщинами и называть их типа моя жена нерасписанным. Бог мне говорит, с этого самого дня больше ты не можешь этим заниматься. Как скажешь, Господь? Все без всякой торговли. С этого самого дня, когда ты зарабатываешь какие-то деньги, я хочу, чтобы ты мне на постоянной основе отделял десятины, приношения, чтобы ты жертвовал жизни других людей. Все, Господь. Хотя мне мало, конечно, но ты молчишь. Молча ты там подумал, эта шальная мысль пролетела. Все, Господь. Потому что я посвящен. Никто меня не заставил, никто меня за горло не взял.
Все теперь 6 дней работаешь, 7-й день посвящаешь полностью Богу. А когда, знаете, я служить еще начал, помню, в селе, Бог мне положил в сердце еще и четверг. Четверг и воскресенье не работал. В четверг я фактически с утра постился, потом после обеда я ехал в свое село и ходил по нему, проповедовал Евангелие. В воскресенье делал то же самое. Да, Господь, Ты сказал. Знаете, посвящение, такие вещи, это когда ты говоришь: Бог, с этого самого дня моя жизнь принадлежит Тебе. И я, может быть, хотел жить на Манхэттене, хотел то, хотел все. Кто-то где-то хочет жить, кто-то с кем-то хочет жить, кто-то на чем-то хочет ездить. Но, Господь, я буду делать то, что Ты мне скажешь, ездить на чем можно, жить с кем нужно. Это база жизни со Христом. Если эта база потерялась у тебя, если ты указываешь Богу, где ты будешь жить, если ты указываешь Богу, с кем ты будешь жить, если ты постоянно с Ним торгуешься за каждую там копейку, если ты с Ним постоянно торгуешься за то, что когда Бог тебе говорит: выкинь, например, из своего телефона вот эти программы там с играми. Как это, Господь? Что-то ты вообще, я в какую-то религиозную секту попал, походу, что ли? Да нет, друзья, это просто посвятить себя Христу, посвятить себя Его планам о тебе. Как часто мы торгуемся с Богом. Мне так удивительно, мы можем торговаться о таких мелких вещах, и потом со стороны ты смотришь на эти вещи, и тебе стыдно за это. И ты думаешь: блин, как так можно было вообще? Там вот есть вторая категория людей. Про них написано так, что семя, упавшее на каменистую почву, это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его, но у него нет корня. И поэтому его хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. Но это чаще всего люди в самом начале своего христианского пути. Ты такой принял Христа, ты радостный, пришел к своим родственникам, говоришь: Иисус меня любит, Иисус меня спас, Он умер за меня на Голгофском кресте. А ты говоришь: ты дурак, ты веру продал, ты не можешь вообще вот так взять и растоптать веру своих отцов. И начинают запугивать, начинают гонения открывать, и человек думает: если вот это следовать за Христом, то не, мне это не надо. Зачем? У меня все было классно. Вот эти трудности не нужны. Здесь написано, когда наступают трудности и гонения. А трудности, они могут быть разные. Разные трудности, с которыми мы можем столкнуться. И гонения, они разные могут быть. Я тебе могу сказать, сделай такую вещь. Вот ты уверовал, сегодня всему своему окружению скажи: я верю в Иисуса Христа. И у некоторых сердце сразу дун-дун, дун-дун. Ты микрофон сейчас подставишь к этому сердцу, и будет сердцебиение. В смысле? А еще проще. Мне нравится история этого парня. Не знаю, сейчас вспомнил эту историю. Он когда уверовал, ему 19 лет, что ли, было. И тогда на собраниях раздавали такие, знаете, черные Новые Заветы с таким крестом. И там такой крест, где одна перекладина, потом еще одна перекладина. И он с этим крестом, и там написано было Новый Завет и Псалтырь, прям так здоровенными буквами на этой книге черной. И он такой пришел домой, у него там 4 братьев, 3 из них старше, или 2 из них старше, 2 младше, мама, папа. И он такой пришел вечером после собрания, бросил этот Новый Завет на стол и говорит: я теперь верю в Иисуса Христа. И там все эти 6 человек, они чуть в обморок не упали. В смысле, Балам? Ты что творишь вообще? Ты же нас опозоришь, ты же то, ты же сё. И он говорит: первый же день моей жизни начался с того, что я попал под трудности и гонения. Знаете, если мы христиане сегодня, и мы не попадаем ни под трудности, ни под гонения, что-то странноватое. Вот правда, что-то с нами странноватое. Даже я, вроде бы, у меня вся семья была верующая, вроде бы все родственники были верующие, я был последний, кто уверовал. Как только я принял Христа, сразу я попал под трудности и гонения. Я помню, я ехал в транспорте там с братом, с одним после одного из служений. Самое начало моего христианского пути. И вошли такие 2 там борзых в этот транспорт. И эти 2 зашли такие: оп, Денис, салам алейкум, как дела? Все нормально. Как, что, куда, кого? Я говорю: парни, я уверовал в Иисуса Христа. Ту-ду-ду-дун. И атмосфера, знаете, поменялась. Они такие друг на друга смотрят и начинают хихикать надо мной. В смысле, черти, вы хихикаете? Эу! Это я раньше бы им так сказал. Но мне так больно было.
Мне так, знаете, вот я попал в трудности. Вроде бы и не гонение особенно, просто над тобой смеется, и они там поворачиваются друг к другу, что-то там говорят, и хихикают между собой. И я понимаю, обо мне хихикают. Я представляю, как я в лице поменялся. Я представляю, как мне было неприятно на тот момент. И брат мой, который рядом со мной ехал, говорит, ты что так сильно переживаешь? Я говорю, да ты бы знал, если бы... И тут я понимаю, а раньше больше нету. Я посвятился Христу. Тот Денис, его нету больше. Он умер с его желаниями, с его амбициями, с его типа крутизной, возможностями, с его какими-то вот этими взглядами. Все, я умер. Вот он, теперь я живу. Я сегодня Христов. Если надо, я за это буду и трудности переживать, и гонения переживать. И знаете, вот если люди проходят первый этап и второй этап, на самом деле это все... Христиане пройдут эти этапы, когда каждый из нас, мы столкнемся и с трудностями, и с гонениями. И большинство из вас, вы уже сталкивались с этими вещами, и ваше посвящение дало вам возможность пройти через это и красавчиками остаться. Но третья вещь, на самом деле, это такая интересная вещь, которая сегодня касается многих людей, которые по 10, 20, 30, 40 лет в церкви. Вот третья вещь. Это то, что сегодня ворует у нас возможность быть плодоносными христианами. Семя, посеянное среди терновника, знаете, что самое интересное? Сначала твое семя может быть твое сердце может быть доброй почвой. И туда было посеяно семя, и оно росло, но потом по прошествии времени выросли еще и терновники. И написано, что это такие люди, которые слышат Слово, но повседневные заботы и обольщение богатством заглушают Слово, и семя остается бесплодным. Знаете, вот здесь описываются две вещи. Обольщение богатством и повседневные заботы. Они могут убить внутри тебя твое посвящение, они могут убить внутри тебя то Божье семя, которое когда-то было посеяно. Знаете, это происходит на самом деле очень легко. Почему я говорю, что наше посвящение надо постоянно обновлять. Нам нужно обновлять свое решение, свой выбор, следование за Христом постоянно. Мало того, что каждый год, каждый месяц, каждую неделю. Это происходит вообще на протяжении дня по нескольку раз. Нам надо делать решения в пользу Царства и в пользу света. Я однажды себя поймал к примеру, на такую идею. Я был пастор церкви, я начал работать с таксистами. И я зарабатывать, стал сначала чуть-чуть денег, потом побольше, потом еще больше, а потом совсем много я стал зарабатывать. Но я увидел, что есть категория ребят, которым можно работать в воскресенье. Мне же нельзя работать в воскресенье. И они зарабатывают именно в этот день больше всего денег. Потому что самые, как они называли их тогда, жирные клиенты появляются в воскресенье. Самые лучшие клиенты всегда появлялись в воскресенье, потому что почему-то движуха тогда у нас по воскресеньям была самая главная. И я помню, поймал себя на мысли, как классно вот этим парням, что они могут работать в воскресенье. И знаете, моя жена говорит, ужас. Это предательские мысли. Это предательские мысли. Это то, с чего начинается, вот то, что здесь написано, обольщение богатством. Это когда богатство, оно становится для нас чем-то самым главным и самым важным, и самым ценным в нашей жизни. И я знаю, например, что есть категория людей, которые не появляются по воскресеньям по уважительнейшим причинам. Они просто буквально на смертном одре лежат. Но если ты назначишь цену, к примеру, $100 за посещение воскресного собрания, ты придешь? Все поменяется. Мы увидим здесь всех коллег этого мира, которые буквально лежали на смертном одре, но эти $100, они сделали чудо. О, чудо! Они будут здесь свидетельствовать, что чудо случилось со мной. Они будут рассказывать истории, как Бог их поднял в это воскресное утро, чтобы они здесь оказались. Но цель-то была какая? $100, которые обещал Денис. Пробуждение грядет на нашу землю. Следующий уровень нам придется снимать самое большое помещение этого города, потому что пробуждение свершилось. Друзья, вот слово обольщение, это значит быть обманутым. Это значит люди, которые обманываются богатством. А как можно богатством обмануться?
Это когда ты думаешь, что богатство – это самое главное в жизни. Поэтому, например, эти фарисеи, они ржали над Христом. Когда Он говорил что-то о деньгах, они над Ним смеялись. Потому что, вот, например, одно из высказываний Иисуса, Он говорил, жизнь человека не зависит от количества денег в его кармане. Ты чё? Ты, учитель, вообще с дубу рухнул? Чё с тобой? Это самое главное. От этого зависит, во что я буду одет, что я буду кушать, куда я полечу отдыхать на следующей неделе. От этого зависит все. Расположение людей ко мне тоже зависит от этого. Они ржали над Ним. Знаете, обольщение богатством – это когда тебе кажется, что вот этот вот твой финансовый успех и твое там достояние финансовое, оно решает все. На самом деле, ребят, я хочу, чтобы это утвердилось у каждого из нас в голове. Финансы – это всего лишь инструмент для служения Господу. И Бог будет давать много финансов в нашу жизнь, если мы к этому начнем так относиться. Если это не самоцель твоей жизни, если это не желание через финансы просто стать человеком, который самоутверждается, который самолюбуется через количество денег, которые у тебя есть. Но если ты полагаешь в свое сердце быть человеком, который служит деньгами Царству Божьему и распространению Царства Божьего, поверьте мне, вы будете видеть невероятное количество финансовых чудес в своей жизни. Просто будете видеть такие открытые двери, такие открытые возможности, такие просто невероятные какие-то ситуации, которые будут происходить, потому что сам Бог будет заинтересован благословлять вас. Но если вы живете ради того, чтобы побольше денег иметь, если вы живете просто ради того, чтобы, знаете, вот, и вообще финансовые цели – это самое главное в твоей жизни, то бедный вы человек. Потому что вот это обольщение богатством, оно уводит людей от самого главного, от служения Богу Всемогущему. И оно ворует сегодня огромное количество людей из церкви. Почему сегодня какая-то там категория людей, она просто перестала быть частью церкви? Потому что они попали в это обольщение богатством. Потому что для них важнее где-то побольше рубануть, побольше там денег заработать. Потому что для них важнее сегодня устраивать свою вот эту видимую жизнь. Видимую жизнь, с комфортом, с какими-то вещами, которыми они себя окружают. И поэтому, конечно, там уже не до Бога и не до воскресного собрания. А тем более, когда там еще что-то просят сверху сделать. Да нет, ты что? Я так занят вообще. Знаете, все упрется в то, что каждому из нас придется в жертву приносить какие-то наши вещи, связанные с богатством. А я хочу вам сказать, вот если мы откроем 6 главу 1 послания Тимофею, есть особенное место Писания, в котором апостол Павел предупреждал этого человека Божьего. 1 послание Тимофея, 6 глава, с 3 стиха, 6. Он говорит так: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир, и ничего не можем взять с собой из него». Кто-то говорит, какой-то султан сказал, что в гробу карманов нет, поэтому там в конце жизни он перестал жить ради денег и стал все нищим раздавать. Апостол Павел это сказал, что в гробу карманов нет. Поэтому, когда услышите про султана, про какого-то, скажи, не, это не султан был, это был апостол Павел из Библии, который я читаю. Почему мы стесняемся тех вещей, которые люди сегодня берут из Библии, они где-то услышали, и это выдают как какую-то психологию, как какое-то философствование, как какие-то... Это то, что записано в нашей Библии. Здесь сказано так: мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. Это значит, мы живем сегодня не ради денег. Деньги – это инструмент. Будем же довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Вот хочу вас спросить, дорогие друзья, когда писалась эта книга 1 Тимофею, 6 глава, это были там 60-е годы первого века. Как вы думаете, сколько пропитания и сколько одежды было у людей, к которым было обращено в то время Слово Божие? Как вы думаете? Не думаю, что больше 2 пар у обычного человека было вещей. И пропитание было очень простое. Вот то, что он со своим огородом порешал, то, что он там порешал, когда он своих коровок подоил, или там своих птичек, там из-под них что-то взял, я имею в виду яйца. Вот это вот то, чем люди питались. Все было очень простое. И вот здесь апостол Павел говорит: имеешь ты вот даже малое пропитание, 1 пару вещей, или там, 2 пары джинс, 2 пары рубашек и 2 пары туфель. Будь доволен. Для современного общества это
У тебя столько выбора. Мы сегодня богачи на фоне тех ребят, о которых писал в то время апостол Павел. Ребят, я хочу вам сказать, дорогие мои друзья, мы даже недооцениваем уровень комфорта, уровень богатства, которым сегодня мы владеем. Люди того времени, они даже и не предполагали, что так комфортно, так круто можно жить, кушать такую еду, одевать такие одежды удобные, приятнейшие, пользоваться такими автомобилями, пользоваться такими благами, о которых они даже представить себе не могли. И мы на их фоне более богатые люди. Знаете, вот когда мы читаем это место Писания, здесь апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит, те, кто стремится разбогатеть, они все попадают в ловушку искушения, или впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Он говорит, у каждого из них возникает однажды такая идея, а что классно было бы еще и в воскресенье зарабатывать денег. Да ну его это собрание, раз в неделю. Ой, раз в месяц буду теперь приходить. Потом раз в месяц ходишь, да ну его, я могу и этот день посвятить тому, чтобы больше зарабатывать. Буду ходить по праздникам. Сколько у нас 2 главных праздника? Пасха и Рождество. Я поэтому терпеть не могу эти 2 праздника. Появляются, в хорошем смысле, я очень люблю Христа, который родился и который был распят за нас. Мы как бы празднуем в эти дни именно эти 2 вещи. Но я почему терпеть не могу? Потому что в христианском мире происходит пробуждение во всех церквях. В обычной жизни церковь 100 человек, а тут 150. Кто эти 50? Это те как раз-таки, которые живут в этой ловушке дьявола. Которые живут где-то там, живя, знаете, своей собственной жизнью, по своим правилам. Но им надо галочку поставить перед Богом и появиться в эти праздничные дни. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. А ты же человек Божий. Беги от этого. Стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. Там он пишет ему о том, чтобы он сражался за веру. И дальше он в 17 стихе говорит такие слова снова Тимофею. Тех, кто в этой земной жизни богат, то есть всех, кто здесь сидит. Всех. Мы богачи сегодня на фоне того, что было когда-то с ними. Он говорит, тех, кто в этой жизни богат, предупреждай, чтобы они не гордились и не надеялись на свое богатство. Оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. Дальше есть такое слово «требуй». От них делать добро и обогащаться добрыми делами. В смысле, попробуй от богача что-нибудь потребовать. И здесь написано, требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего и получат подлинную жизнь. Знаете, вот, друзья, я не знаю, почему я сегодня именно на этом упор делаю. Я за это молился, я размышлял о разных вещах, связанных с целями на протяжении последнего времени. Я понимаю, что так важно донести, что в нашей жизни есть настоящие духовные цели, которые Бог перед каждым из нас ставит. Это цели в твоем служении. Бог от тебя ожидает какого-то служения, от каждого из нас. Нет ни одного, который здесь случайный. Бог тебя видит как определенный орган, который что-то производит в этом теле. Потом Бог хочет, чтобы внутри тебя происходили духовные перемены, чтобы менялся в том числе твой характер, чтобы менялся твой образ жизни. Это тоже цели. И это тоже цели, это духовные цели. Есть огромное количество разных сфер нашей жизни, где в твоей жизни должны быть цели, к которым ты бежишь, к которым ты стремишься. Но деньги, они не могут быть самоцелью. Я хочу, если я в прошлом году 100 тысяч заработал в течение года, я хочу... Много, да, это в 100 тысяч долларов. 10 тысяч долларов я заработал в прошлом году. Я хочу в этом году 15 тысяч заработать, чтобы всем носы поутирать. Это не может быть целью твоей. Ты не можешь просто растить бизнес ради бизнеса. Ты не можешь там умножать количество своего состояния ради состояния. Ты можешь перед Богом говорить: Бог, я пожертвовал в прошлом году определенную сумму денег. Я хочу, чтобы ты мне дал больше, чтобы моя жертва в этом году была в том числе больше. Вот это нормальная молитва. Ребята, мы не можем жить сегодня ради финансов, ради просто финансового преуспевания. Церковь – это не просто место, где людей обучают финансовому преуспеванию. Церковь – это место, где люди ставят
духовные цели. И они понимают, что деньги – это инструмент для того, чтобы в том числе и твои духовные цели, и цели церкви, и цели Царства Божьего, они распространялись и достигались на этой земле. Слышите, друзья? Последнее место Писания, которое хочу прочитать сегодня, это то, что связано с тревогами нашей жизни. У каждого из нас есть тревоги, и мы можем попасть в это состояние тревожности. Мы можем попасть, знаете, что такое тревога? Это страх, просто страх за завтрашний день. Вот у кого из вас есть вот эти вот тревожные мысли за завтрашний день, что сегодня плохо, а завтра еще хуже будет? Да, вот если по-честному, многие из нас, мы переживаем это состояние. Нам почему-то так трудно верить в то, что завтра, когда придут проблемы какие-то, вызовы какие-то, мы посвятили же себя кому-то, хозяину нашему. Хозяин наш с этим разберется. Это когда приходят тебе какие-то люди, напрягают тебя, ты говоришь: слушайте, ребят, бизнес не мой, дом не мой, вообще все не мое. Вот хозяин. Ему звоните, с ним разбирайтесь. Я вообще не при делах. Точно так же в нашей жизни, когда ты сталкиваешься с проблемами. Проблемы мы все будем переживать, мы все будем испытывать трудности. Но ты должен относиться к этим трудностям именно с таким отношением. Господь, раз есть трудность, значит, от Тебя, хозяина моей жизни, есть решение. Вы знаете многие этот псалом, вы его поете, вы его танцуете. У многих даже он стоит в рамочках, там, Господь пастырь мой. Многие знают наизусть этот псалом вообще от начала и до конца. Но я хочу, чтобы мы взглянули на него глазами того мужчины, который находится в притеснениях и в гонениях. Он же пишет это не от хорошей жизни. Вы сейчас увидите это. И он начинает с того, что «Господь пастырь мой». Другими словами, «Господь, я твоя овца, я полностью принадлежу тебе». База! Давид, ты знал, он в базе находится, он на базовых вещах стоит. Он говорит: я посвятил себя Богу, и теперь я не себе принадлежу, а я овца Божья. Да потому что мы себе не принадлежим, у нас есть хозяин, у нас есть пастух. Библия дальше говорит: я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет. Вот на тихих водах остановимся. Он говорит: я тебе принадлежу, значит, ты полностью позаботишься о моей жизни. Хочешь, чтобы я жил в Бишкеке? Значит, я буду здесь процветать. Хочешь, чтобы я в Нарын уехал миссионером? Значит, я буду в Нарине преуспевающим человеком, потому что я овца Божия. Это твой план, твой план. Значит, если ты дал мне этого человека в мой план, значит, у нас все срастется. Даже вот с таким человеком, даже вот с таким характером. Дальше он говорит так, что Он оживляет мою душу и ведет меня по путям праведности ради имени Своего. В смысле, Давидыч, ты-то чувак, который там столько псалмов написал, столько чудес натворил. У тебя что, душа в какой-то момент зачахневала? Зачахневала? Было время. Руки опускались, ничего не хотелось. И Господь в это время оживлял мою душу. Дальше написано: пусть пойду долиной смертной тени. Нет, Господь, пожалуйста, пусть я не пойду долиной смертной тени. Он говорит: пусть пойду долиной смертной тени, не устрашусь я зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Тревожно идти по долине смертной тени. Тревожно, ребята. Тревожно, ты не знаешь, что из-за угла на тебя выпрыгнет. Это как в Америке, в самом прекрасном месте, в самом прекрасном городе оказаться в неправильном районе. Я по Атланте ехал и говорю: ребята, а где у вас вот эти вот самые страшные районы, про которые сказки ходят? Они говорят: мы туда не ходим. Страшно, потому что. И знаете, наш завтрашний день, мы его многие со страхом встречаем. Вот, читайте этот псалом. Просто говорите эти слова, которые говорил Давид. Я пойду долиной темноты, долиной непоняток, но я знаю одно, что ты со мной, и твой жезл, твой посох, они будут успокаивать меня. Дальше: ты приготовил мне пир на виду у моих врагов. У тебя враги были? Да, они меня хотели убить, уничтожить. Мало того, что это были не просто враги, у них целая спецслужба существовала, которая 12 или 13 лет охотилась за мной. Так бы сказал тебе Давид. Этот человек находился под гонениями страшнейшими. И он говорит: в это самое время я буду на виду моих врагов, я буду пировать вместе с Богом. Потому что в конечном итоге все равно хлюзда на правду выйдет. Все равно Божие призвание осуществится. Все равно Божие предназначение для моей жизни осуществится. Говори это, провозглашай это, ходи в этом, стой в этом, одевайся в это. Утром снимай это с себя, вечером ложишься в кровать, снова надевай это на себя, как пижаму.
чтобы ничто не поколебало тебя. Знай одно, что Бог, начавший добрую работу внутри тебя, в твоей семье, в твоей жизни, Он не закончит, пока ты не увидишь там победы. Умастил мне голову маслом, чаша моя полна, так благо и милость да будут со мною во все дни жизни моей, и пребуду я в доме Господнем многие дни. А что я буду делать в доме Господнем? Да я буду приходить туда и говорить: прошел через тревоги, прошел через заботы, прошел через непонятки. Благодарю тебя, Христос. Ты будешь приходить с благодарным сердцем сюда. И будешь самым счастливым человеком. И будешь человеком, который по-настоящему входит в свое предназначение, в волю Божию о своей жизни. Не в свою волю, а именно в волю Божию о своей жизни. Знаете, друзья, мы все сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Некоторые люди слушают меня, и там начинается: вот хорошо ему говорить. Я тебе не советую попасть в мою шкуру. Я не советую тебе попасть в мою шкуру. Потому что за те 30 лет, сколько я живу со Христом, вы даже многие не представляете, что пришлось преодолеть и пройти. И какие вещи пришлось преодолеть в своей жизни для того, чтобы видеть то, что мы видим сегодня. Я знаю одно, что если бы у меня была возможность опустить руки там, в какие-то этапы моей жизни, когда мне было трудно, и если бы я опустил руки в тот момент, я бы был сегодня разбитым человеком, и то не факт, что я дожил бы до сегодняшнего дня. Я был бы сегодня, как многие, например, с которыми мы когда-то начинали. И я знаю, что это люди совершенно с разбитыми семьями, с разбитыми отношениями. Это люди, которые потеряли вот какое-то божественное призвание. Это самые несчастные люди. Ты смотришь на них, у них в глазах света нет, у них в глазах огня нет больше. Потому что вся его жизнь кричит: я свернул где-то не туда, давным-давно. А вернуться трудно. Ну, практически уже для многих невозможно. Давайте сегодня мы подумаем об уровне нашего посвящения. Знаете, каждый из нас мы что-то хотим. Мы все что-то хотим. Мы хотим там большой дом, красивую жену, я не знаю, там. Мы хотим много денег, мы хотим, не знаю, прекрасного здоровья в свои 60 лет. Мы много чего хотим. У нас есть много разных ожиданий. А если у тебя не будет того, что ты хочешь, как ты будешь к Богу относиться? Вот не будет у тебя этого, то, что ты ожидал. Будешь ли ты как тот самый пророк, который говорит: пусть даже если не станет в моем загоне ни одной овцы, я буду славить Господа своего. Пусть даже маслины опадут с моего дерева, я буду славить Господа своего. Пусть даже случится вот вообще какая-то трагедия в моей жизни, я буду славить Бога своего. Я буду любить Бога, я буду следовать за Богом. Я буду сегодня тем самым человеком, который Ему принадлежит и делает те вещи, которые Бог от него хочет. Друзья, это и есть посвящение, нет другого. Нет другого. Если кто-то думает, что, например, следовать за Иисусом Христом, во-первых, что это на твоих каких-то условиях, я хочу вам сказать: выкиньте эту идею из своей головы. Следовать за Иисусом Христом только на Его условиях. Если ты хочешь в этом самолете полететь. Без всякой торговли. Сказали — сделал. Сказали, просто вот так написано: все, Господь, я понял. Чем мне с тобой состязаться? Чем мне там, тебе что-то там обосновывать, с тобой торговаться? Все, я понял. Есть вещи, которые Бог говорит тебе оставить в твоей жизни. Просто оставить, все, это уже неприемлемо в твоей жизни. Есть вещи, которые тебе надо начать делать наоборот. Кому-то Бог говорит каждый день читать Библию, кому-то Бог говорит постоянно молиться на языках, кому-то Бог говорит просто оставить какое-то нечестивое общение, нечестивых друзей. Все это нужно сделать, это Его условия, это не то, что я выдумал.